Давай для начала напомним нашим зрителям, в чем состоят претензии Турции к сирийским курдам, которые находятся непосредственно у границ. Турция обвиняет сирийских курдов в том, что они захватывают территории и пытаются создать курдскую автономию, которая будет граничить с территорией Турции. Для турков вообще вопрос курдов очень больной. Турция считает, что если укрепятся курды в Сирии, то тогда будут большие проблемы у Турции с курдами внутри Турции. Как, по-твоему, это отразится на сотрудничестве на этой цепочке Турция, НАТО и Соединенные Штаты? Сейчас отношения между Турцией и Соединенными Штатами очень напряженные. Все турецкие официальные лица, с кем я разговаривала, были очень разочарованы тем, что Америка поддерживает курдов. То есть вопрос стоит такой, не то, что ты меня любишь или его любишь. Дело в том, что сейчас курды не воюют против ИГИЛа как такового. Курды воюют сейчас вместе с правительственной армией режима Асада и отвоевывают себе новые территории. Существует информация, что и турецкая артиллерия, и турецкие танки уже находятся на территории Сирии и оттуда непосредственно ведут огонь по курдам. Официальные турецкие источники говорят, что обстрел курдских районов ведется с территории Турции. На самом деле... Но МИД Турции говорит обратно. Нет, присутствие своих Извини, войск. МИД Сирии. МИД Сирии так говорит. То же самое подтверждают, опять-таки, те врачи, которые на той территории находятся. Они говорят, что турецкие танки там из тех позиций обстреливают. А правда ли, что турецкая армия в данный момент в Сирии, по сути, поддерживает джихадистов, террористических организаций АНУСРА, ну и, собственно, ИГИЛ? Да, это достаточно правдивая информация. Вот не далее, как сегодня, военным, так сказать, или повстанцам, которые ассоциируются с одной из религиозных группировок, Аль-Шамс, Турция дала возможность перейти границу между Турцией и Сирией и идти воевать за Азаз и за Алеппо. Дело в том, что, да, Турция поддерживает Аль-Нусру, и через это организация, которая ассоциируется с Аль-Каидой. С ИГИЛом не все так просто, потому что ИГИЛ – это ультрарадикальная группировка, к которой Турция, да, имеет какие-то отношения, но официально она ее, естественно, не поддержит. А вот так как уже в свободной сирийской армии как таковой нет, это неправда. На самом деле, сами сказали, люди, которые были в этой свободной сирийской армии, остались только вот эти религиозные формирования, так как Аль-Нусра, Аль-Шамс, Джейш-уль-Ислам, их очень много там, которые ведут основное сопротивление режиму Асада. И вот эти остатки свободной сирийской армии, они просто припнули к ним.